Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы опять на кухне. И я сегодня собираюсь сделать салат. Такой необычный, со шпротами. Вот у меня на столе шпроты здесь. Сейчас давайте, друзья, тоже. Я здесь, друзья. Я здесь. Я сейчас покажу, что. Давай, Маша, рассказывай, что. Так, шпроты я взяла сегодня. Огурцы соленые, лукчик немножечко, свекла, морковка, картошка, значит, яйца и чеснок, долька чеснока. Вот из этих ингредиентов я сегодня буду делать такой салат, необычный салат. Можно сказать, шпроты под шубой. Ну да, тут хочу добавить, что свекла и морковка уже отваренная, картошка отваренная, яйца отваренные. Уже как бы все подготовила. Да, сейчас будет только это самые слои нарезать, нарезка, слои. И да, добавлю еще, что этот, как сказать, салат объединил в себе и селедку под шубой, и самую вкусную закуску со шпротами, бутербродики такие. Вот. Маша приступила и начала резать лук. Режу мелко лук. Лук так немножко взяла, так как у нас Сережа не очень-то и любит лучок, не предпочитает салата. Но вот режу очень мелко. Как можно помельче. Так, кладу в тарелку это все. Сюда же сейчас буду резать огурцы, соленые огурцы, тоже мелко. Это все соединяем потом вот лук и огурцы со шпротами. Ну, я так понял, что вот в эту тарелочку ты будешь смешивать такую смесь, Да, лука, огурчиков и вот самых непосредственно уже шпрот. Вот так. Ну вот там примерно сколько было-то я уже и не посмотрел. Ну немножечко там маленькие огурчики такие. И очень тоже меленько. Еще Маша порезала. Нарезала, порезала, как правильно. Ну там у нас вон. Тоже разговаривать. Малышка там тоже интервью дает. Все так тщательно измельчаем рыбку. Ну, шпроты это уже традиционная закуска советских времен. Это какой же Новый год без дефицитных шпрот. Каждая, так сказать, семья старалась добыть на Новый год эти дефицитные шпроты. По-моему, из прибалтийских республик вот эти консервы были очень дефицитные были. Ну вот, 3 составляющие: огурцы, лук и шпроты сами. И еще чеснок сюда я. Да. Добавим немножечко. Ну, чеснок такой всегда дает такую пикантность. Помнится тоже. Ну, хочу сказать, что какие бы салаты красивые там и новые не придумывали, все равно за столом король салатов это оливье. Никуда от этого не денемся. И все равно же, конечно, салат оливье будет главным на столе. Это уже, как говорится, никуда от этого не деться. Ну что, у нас для одного из слоев начинка готова. Теперь уже, наверное, Маша будет собирать сами слои. Так ведь, если или я ошибаюсь? Да.
У нас вот, друзья, к сожалению, нету вот этого железного железной кругляшки, которые салаты можно собрать быстренько. Ну, пока справляемся и так. Маша отлично все это делает и без этой кругляшки. Но если бы есть, то, наверное, Маша бы не отказалась с удовольствием, да? Да. Потому что ей Надо купить. этой штучкой очень удобно. Надо, скажи, купить. Так, значит, Да, мы забыли, что мы делаем. Картошку А, натираем на терке. Первый слой у нас картошка идет. Ну, пока, друзья, Маша натирает картошку, я расскажу вам, как мы зимние вечера проводили, когда мы с Машей начали встречаться. Маша сейчас, наверное, улыбнется и вспомнит. Ну, во время нашей молодости что? Одним из центров, так сказать, тусовки был клуб, сельский клуб. Всегда праздники там, были концерты, собирались люди, дискотека, приезжали из города друзья, товарищи, знакомые. Очень весело было, очень много народу было. Но когда все же таки клуб... Так, Маша уже подсаливает. Посмотрите, первый слой, такой кругленький, да? О, смотрите, никакой железки не надо. Все сделано. Без железки, все четко. Так, и майонезом. Вот так, друзья, это первый слой. Сюда добавляем половину шпрот. Ну, как это называется? Смесь. То, что Ну, сделали. начинка. Начинка второго слоя. Огурцы, шпроты, чеснок, лук. Осторожненько. Вот была бы эта железка, конечно. Ну, у нас Шаг. железки нет, придется как-нибудь да, осторожненько руками Тоже придерживать. красивенько все получится. Не дышим, друзья. Я и забыл. Я же рассказывал про наши встречи с тобой, да? И когда вот этот клуб закрывался, а домой еще рано было идти, и мы вот гуляем по дороге, да? Небо звездное, зима, за руку держа друг друга. Смотрим на небо, загадываем желания. Там звезды, когда падают, особенно интересный такой момент. Загадывай желания. И самое главное, бывает, что очень морозно на улице. И вот спрашиваешь, например, Маша, ты мерзнешь? Она говорит, нет. А она спрашивает, ты мерзнешь? Нет. А на самом деле оба очень мерзнем. Холодно, но расставаться не хотим. Вот. Гуляем потом где-то село, 2 километра, скажем, 1,5 километра от Машиного дома, если взять до моего, да, туда и обратно. Вот. Гуляем. Тогда интернета не было. Никакого интернета, никакого телефона, да ведь. И все. Такого не было. Да. Вот, например, соскучился, ты, конечно же, скучаем там по молодости. И не позвонишь. Даже стационарного телефона, друзья, не было. Вот такое время было. Но это время я бы ни на что не променял. Так. У нас третий слой, да? Да, у нас морковка. Третий слой. Натираем морковку. Морковка. Слой морковки тоже осторожненько. Все по слоям. Потихоньку, друзья, наш салат нарастает. Потом яйца. Натираем яйца. Вот так приходится. Таким способом. На вкус это не влияет, Маша. Очень даже будет вкусно. Так, мажем тоже майонезом.
осторожненько. И потом опять повторяем слои. Значит, картошка, то, что клали. И сейчас опять тоже так же будем повторять. Еще по второму разу, да? Да. Еще по второму разу картошка, шпроты, морковка и между слоями майонез. Вот так. Но это я уже потом, вот это по второму разу снимать уже не буду. Ну вот, дошли до последнего слоя. Сейчас будем тереть уже поверх, значит, свеклу, вареную свеклу. Это самый крайний слой. Внутри свеклы нету. Свекла только идет на верхний слой. Сейчас потом Маша это еще разровняет. Аккуратненько еще сделает. И мы покажем, что там и как там. В разрезе, как на вкус будем пробовать. Сейчас сделаем, друзья. Аккуратно приходится вот так. А свекла такая темно-красная. Очень темно-красная прям. Это своя свекла еще. Ну и морковка, и Все свое пока сейчас еще. свое, Да. пока чеснок там. Лук в этом году подвел. Лук покупной. Сейчас закроем эту свеклу нашу майонезом. И все разровняем. И наш салат практически будет готов. Все здорово. Вот так. Самый ответственный момент. Сейчас разрежем небольшой кусочек и покажем, что там у нас внутри, как в разрезе выглядит наш салат. Угу. Осторожненько. Ну, вот такая красота там. Думаю, это все очень будет вкусно. Так. Все слои отдельно. Все хорошо. Попробуем. Осталось пробовать. Да, будем пробовать. Ну что, друзья, закончили. И сперва вот у нас такой уже, ну такой, немножко проводим этот год. Давай, Маша, сразу попробуем гостям, скажем, вкусно ли салат получился. Попробуем оба сразу. Меня, конечно, Маша сейчас угостит с вилочки немножко, чуть-чуть кусочек. Вот. Сейчас. Угу. Очень вкусно. Такие ингредиенты в салате не может быть невкусно. Этот, как его, шпроты очень даже вкусный такой. Да. Очень вкусно. Это мы только попробовали, чтобы вам сказать, что это очень действительно вкусно. Вот. Да. Мне тоже понравилось. Вкусно, да? Угу. Вот, отлично. Я говорю, здесь сочетается и селедка под шубой, и отличная закуска, которая идет, обычно идет со шпротами. Там с яйцом закуску делают. И вот это все вместе дает отличный результат, так сказать. Вот. Вкусно, действительно вкусно. Так что советуем приготовить. Советуем попробовать такой салат необычный. Очень вкусный. Ну и что тут, процесс приготовления вообще простой. Ну а теперь, друзья, давайте проводим этот год. Год подходит уже к концу. И с боем курантом
год уйдет, 22 год, 2022 год уйдет в прошлое. Вот. И хотим, друзья, вам сказать большое спасибо. Это первое, что мне приходит в голову, сказать большое спасибо нашим зрителям, то есть вам. Без вас этот канал, как бы, вы здесь главные участники и создающие атмосферу канала, теплую, дружественную, своими комментариями добрыми, своими советами. И за это своими просмотрами, за своим участием в нашей семейной жизни, так сказать. Я немножко волнуюсь, спотыкаюсь, вы уж меня потом извините. Я всегда говорю, никогда я не готовлю, я просто вот что из души идет, то и говорю. Большое вам спасибо за это, за соучастие, за внимание. Вот. И что еще? Хочу пожелать в Новый год, чтобы старые, что неприятности, там еще что, остались в этом году. Пусть в Новый год перейдут только радостные дни, чтобы все было хорошо, со здоровьем, чтобы вашим родным, вашим близким, в ваших семьях, чтобы все было благополучно, чтобы все было хорошо. Вот. Это самое главное, чтобы знать, что у родных все хорошо и у вас все хорошо. Это самое главное. Я скажу так, что будут каждый год же бывают какие-то проблемы, но эти проблемы, чтобы решались положительно в смысле для вас. Ну, всех с наступающим. Желаем удачи, успеха во всех делах, в новых начинаниях, чтобы этот Новый год исполнил все ваши мечты, все ваши желания. И будьте всегда здоровы. Вот. Главное, желаем здоровья. Если здоровье будет, то и все будет. И Все зависит от здоровья. И провожаем старый год. С Машей давай дринкнем. Все. Всем встретить со своими родными, семьями. Близкими, любимыми. Встречайте Новый год. Да будет все хорошо. Дай Боже, чтобы все было гоже. А теперь... Вкусный салат. Да, а теперь у меня тоже очень вкусный салат. Между прочим, мне понравился очень. Очень-очень вкусный. Нежный. Шапочка такая у меня сегодня красненькая. Прям Дед Мороз. Мгм. Вот так. Все, наверное, друзья, товарищи, будем заканчивать этот крайний ролик в 2022 году. И уже надеюсь, я очень надеюсь на это, также будем выпускать ролики и в 2023 году. Вот так. Как говорит один хороший ведущий, не переключайтесь, смотрите нас. Все. Мирного неба вам, друзья, всем. И большого-большого счастья. Всем пока. Счастливого Нового года вам. Пока-пока. Да. Рассветы на связи. До новых рассветов.